Вы знаете что-нибудь о джиннах? Я не собираюсь рассказывать вам историю джиннов, расслабьтесь. Я просто расскажу вам кое-что о них. Джинны много путешествуют. Им не нужен паспорт, правильно? И так они путешествуют сквозь миры, культуры, путешествуют сквозь галактики. Имея в виду, передвигаются везде свободно, понимаете? Но есть некоторые места, куда они не могут попасть. Там, где Шихабан Расада, где бьет по ним метеоритный дождь. Но они повсюду путешествуют, и можете себе представить, все они полиглоты. И вот одна группа джиннов застряла на земле, когда к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, не спосылался Коран. Вы знали об этом? Джинны могли летать в небе, но когда не спосылался Коран, небо закрылось. Они не могли туда попасть. При каждой попытке достичь соседнего Марса или еще какой-то планеты, их сбивал огонь. Откуда эти ангельские стражи, подобно которым не было никогда? Они не разрешали им быть там, где они обычно обитают на небе. И где они должны находиться? На земле. Вот почему в суре Аль-Джин говорится: мы знали, что не спасемся от Аллаха на земле, но они даже не упоминали небо. Они сказали: мы знали, что не спасемся от Аллаха на земле. Но знаете, почему они не упомянули небо? Потому что не могли подняться туда. Они застряли на земле и просто висели между небом и землей. И одна группа джиннов оказалась рядом с пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, когда он читал Коран. И они все остановились и начали просто слушать. Джинны начали слушать в связи с тем, что они знали все языки. Они, конечно же, были знакомы и с тем, что было в книге пророка Мусы, алейхиссалям. И знаете, что случилось? Аллах описывает эту сцену в суре Аль-Ахкаф. Вот мы направили к тебе нескольких джиннов, чтобы они послушали Коран. Когда они пришли к нему, то сказали: молчите и слушайте. Когда же оно, чтение Корана, было завершено, они вернулись к своему народу, чтобы предостеречь его. Они сказали: «О народ наш, воистину мы услышали Писание, ниспосланное после Мусы». Услышав это, они были ошеломлены. Джинны были потрясены услышанным. Эта книга послана в первую очередь и прежде всего людям. И где же тогда наша реакция? Когда Аллах говорит, что они пропустили молитву, клянусь Аллахом, если ты задумаешься над аятами, в которых говорится о молитве, то увидишь, что настоящая связь верующего с Кораном, со словами Аллаха, проявляется в молитве.